Ну вот, ребят, утро. Ой, утром, конечно, сон самый хороший. Готовлю завтрак. Быстрый завтрак приготовлю. Ой, чай налил. Чай попью. Знаете, вот сколько сейчас времени? 5 часов 47 минут. Я должен уже быть в пути, а я только проснулся. Блядь. Короче, заснул. Печку подкинул дрова, чтобы чайник подогреть. Под одеяло залез, так хорошо было, и, в общем, заснул. Сейчас выйдем на улицу, покажу улицу. Разбавлю вот эту лапшу быстрого приготовления. Макароны вчера доел, там остатки еще дал Тулану с хлебом. Суп такой сделал ему. Не знаю, съел, не съел. Вот. Сейчас это быстро-быстро с яйцом сделаю. Приготовлю такой вкусный тоже супец. Очень нравится мне. Лапша с яйцом. И уже мешкать не станем. Надо идти. Путь у нас долгий. Топать. Вот так крошишь. И это самый быстрый вариант. А потом у меня еще остатки сыра есть. Это я уже перекус будет по пути. И там еще у меня сухпай есть. Там индейка с овощами. Если вдруг захочется съесть что-нибудь. Вот. Еще второе яйцо так сделал, и уже будем завтракать. Блядь, надо же так, а? Заснул. Вот уламый. Живой. Дым шпарит. Подморозило снова, ребят, у нас. Капитально подморозило. Да. Хорошее утро. Тихое. Вчера с утра было ветрено, а сегодня тихое. Ветер, конечно, поднимется, но в данный момент все тихо. Так. Не забыть что-то положить, поставить вот так. Топор тоже уберу. Вчера заготавливал дрова тут. Сейчас еще чайник поставил на плиту, у меня вода еще осталась. Мешок с мусором надо тоже убрать куда-то. Тишина. Так вот, ребят. Прохладненько. Подморозило. Вот после таких ночных заморозков вот эта листва быстро выпадет потом. И охота на рябчика более легче станет. Ладно, надо позавтракать, собраться и уже рюкзак собрать, все это дело, все это убрать, лампу. Вот, там у меня лапша на плите, пускай там на
греется там, ну, как сказать, на плите там на жару быстрее разбавится все. Ладно, буду собираться потихоньку. Бомба. Очень вкусно. С яйцом вообще великолепно. Не помню, вот когда первый раз я это ел с яйцом, но понравилось и до сих пор так. Стараюсь. Если дома, то также с яйцом делаю. По-своему как-то вкуснее становится. Жду, когда закипит чайник. В принципе, все уже. Вещи собрал. Сейчас еще посуду помыть. В термос чай залить. Собрать рюкзак. И все. На все про все у меня где-то примерно полчаса еще уйдет. Но не спеша. Спешить некуда. Целый день у нас впереди. За целый день мы очень много еще успеем. Очень много еще набродим. И хватит нам этот день. Достаточно. Реально вкусно. Сейчас мы нам тлан. Сейчас мы нам. Ну вот, ребят, я собираюсь. Все уже убрал. На улице минус 2 градуса, но минус 3. Минус 3. В печи еще дрова немножко осталось. Ничего страшного. Так, все. Столик подальше, чтобы мыши не лезли. Все, давай, изба. До новых встреч. Скоро снова приедем. Уже на лодке. Надеюсь, все получится. А сейчас надо идти. Так. Дверь немножко приоткрытым оставлю. Так, дрова еще остались. Так, так, так. Так, собаку отпустить еще надо. Все, изба. Сейчас пойдем Бухаре искать. Ну, еще разговаривать начни. Вон. Отлежал бока. Отлежал бока. Все, пойдем. Печку обязательно прочистить, трубу надо. Что-то там засорилось капитально.
тяга, дверь открываю, у меня выходит дым. Сейчас я трубочистку какую-то сделаю дома. Что-нибудь придумаю, уже привезу, чтобы чистить трубу. И так просто невозможно. Вот ночью вставал подкидывать дрова. И дым так сразу наружу выходит. Ну все, давайте. Как сказать, до свидания, изба, скажем, и уже ждите новые походы, новые ночевки вот на этой избе. А сейчас я пойду другими путями, совсем другими. Вчера пришли со стороны бани, сегодня уже пойду в совсем другое направление. Вот. По пути будет у нас тайга, вырубки, дороги, трассы. И опять тайга, вот так вот. Пойдем, посмотрим. Как получится, что получится. Что нам дано, то и получится. Как будет, я буду снимать, ребята. Все, приятного вам просмотра. Дорога дальняя, надо идти. Все хорошо. Просто отлично. Собаку накормил, с утра тоже хлеб дал. А потом уже перекус будет по пути. Все, пошли. Сегодня прохладно. Вообще идти здорово. Сейчас рябчика видели. Ну, с собакой, конечно. Взлетел и улетел. Я только как он начал пикать, улетел. Но взлетать я тогда его и заметил. Не свистел ничего. Просто от нас он выскочил. На дереве сидел. И вчера я потрошил птиц. И кишки все набиты. Уже, думаю, он ест. Птица ест вот эти. Ой, сейчас скажу. Почка от деревьев. Кишки коричневые, не синие. Синева тоже есть немножко. Чернику ест, но в основном уже я перешел на на почки. Даже пришлось вот эта шапка от подписчика. С такие ухо мерзнет. Пришлось опустить вот эти. Как сказать, я не знаю, как это называется. Дополнительные вот подставочки такие. Вот такие дела, ребят. Что-то куда-то влип. Этот на камере смола, наверное. Вот. Потихоньку идем, пока ничего интересного. Один рябчик летел и все. Пока иду по своей тропинке, вот тут валежник, вот он. Следы куницы, вот он. И следы медведя. Вот след когтей. Вот. Кору снимал. Царапал. Вон, видно, хорошо видно. Ну, короедов ищет. Искал вроде раньше. А так свежих следов пока нету. Что вот где-то, ох, как сказать, помет видел или еще. Летние следы. Смотрите, сколько черники. Вся тайга в чернике. Просто офигеть, очень-очень много. Сколько ягод под снег пойдет. Капец. Иду в пустую, вообще тишина. Даже рябчики не взлетают. Не знаю, что происходит. Что-то совсем непонятное. Мышей нету. Ни одного мыша за 2 дня не видел.
все как-то вымерло. Какой-то мор происходит от чего-то. Раньше охотились, такого не было. С мышами проблемы были постоянно. Сейчас тишина. И птицы, и все. Я не понимаю, что думать. От чего-то все таки все умирает. От чего только не знаю. Не от охотников. Это природа что-то сам творит. Да ладно ж. Давно его не было видно, тоже где-то ходит, ищет. Не знаю, кого-то найдем или нет. И у меня надежды вообще уже нету. По таким местам хожу, блин. Такой сосновый лес, там сорный лес будет. Тишина, ребят. Ладно, сейчас скоро уже мы встанем на просеку, и по просеку пойду до вырубки. Еще вот по вырубкам побродим. И уже, если ничего там не будет, уже встану на... Как же это-то? Встану на дорогу и будем идти по дороге. Ладно, надо идти. Просеку перелетела рябчик. Вон там самочка. И где-то еще вот тут, наверное, самец был. Я так начал свистеть. И собака, как назло, туда пошла. Он там бегал. Пришла и в том направлении. Ну, потихоньку схожу туда. Примерно дерево знаю, куда он так перелетел просеку и вот так сел ввысь. Начались вырубки. Вдоль вырубки иду. Собака куда-то вон туда убежала. Здесь и косачей стрелял, и глухарей. Что только тут не добывало. Хоть бы один взлетел. Показался. Ладно, обойду. Там включусь. Здесь валялся тулан, я видел. Так и думал. Если этот помьет у оленей. Олени прошли тут. Не знаю когда. Очень давно. Дальше уже буду идти пока по дорогам. Здесь идти сухо, хорошо. Так, не спеша. Здесь болотистое место, там дальше еще лучше будет. Другого варианта не вижу. По тайге бродить здесь толку ноль. Вообще ничего нету. Вдоль дороги, возможно, там косачей увидим или еще. Маловероятно, но будем надеяться. 5 штук вижу косачей. Даже не сели никуда. Насквозь летели. Тулан идет к ним. А на середине вырубки на земле сидели. Я увидел вот эту лужу. Хотел включить камеру, и вдруг на глаза попались они. О, даже близко не сели. Обычно поднимаются и где-то пролетают метров 300 и садятся, а они прям шуровали там насквозь. 5 штук, что-то мало совсем. Ночные заморозки, вот. Лужи, все во льду. Вот это я хотел вам показать. Включиться. Ну вот. Первые птицы. Ну, после рябчиков. Чего я увидел? 5 косачей. Косач. Ну да, косачи, тетерева. Думал, неправильно сказал. Да. Ну, блядь, на экшн камеру снимаю. Конечно. Не передаст все, что я вижу, но
Самое главное, я озвучиваю, как все, что происходит. Ну вот, ребят, мы уже на другой трассе. Как это все выглядит. Трасса сухая. По этой трассе сейчас пойдем примерно 2,5 километра. Потом уже опять повернем в другую сторону. Вот так. Тудым, сюдым, тудым, сюдым. Но в основном сегодня гуляем по трассе. Вот. Солнце высоко стало. Хотя вообще комфортно ходить. Прохладно. Все здорово. Следов никаких нету. И почва немножко замерзла. И даже под ногами как-то неудобно ходить. Идешь и так кочки такие, которые замерзли, вот эти маленькие, не мнутся, и ступням как бы не очень хорошо. Вот. Ладно, идем дальше, пока пустые. Ой, трещит тут, как по туннелю тут иду. Что-то тут активно тулан нюхтил там. Может, какая-то птица ходила или что тут. Начал он туда-сюда бегать. Решил посмотреть этот выруб. Не по пути, конечно, мне. Пипец. И тут тоже, оказывается, вырубили все. Делянка. Не маленькая, между прочим. Там болото или что, или площадка была там впереди. Даже и площадка была. Далеко заходить не стану, время терять. Если кто есть, он взлетел бы давно или на дереве увидел сидящего. Песок есть, гальки собирать тут. Птиц только нету. Тишина. Да, но собака ищет. Кто-то, как ни крути, кто-то тут был, ходил. Просто так он не ходил так. Ладно, идем дальше. Не по пути нам это. Ой, как не по пути. О, лесопунта еще лежит. Хлыстовые. Древесина не успели выложить, наверное. Обычно ударный месяц март. Много заготавливали и резко оттепели на тебе. Все оставалось, как бы в лесу до сих пор лежит. Ну вот, наконец-то один косач перелетел. Вот тут в углу он сидел. Такой шорох, думал, глухарь там взлетает. А он крыльями машет, короче, в кусты. Эти ветки попадают. Такой с таким грохотом поднялся. Перелетел дорогу, вон туда куда-то улетел. Такую скорость набрал там. Я не знаю, надо было... Ну, не знаю, успел бы или нет, но шанс был. Буквально там 20 метров от меня он летел. Перелетал дорогу. С оптическим прицелом прицеливаться не очень комфортно. Открытый прицел под оптическим прицелом виден, чтобы стрелять. Но, в общем, улетел. Один почему-то. Единственный косач. Черный был. Вот так вот. И все. Тишина. Золотая осень, смотрите. Буду смотреть, может, куда-то сел. Но он далеко улетел. Он просто, как сказать, взлетел от нас. С таким грохотом. Здесь, ребят, похоже на кабанов. Тут кабаны ходили.
Первый на скидку так посмотришь, похоже на оленей. Нет. Кабаны. Да. Маленькое копыто. Рыли капитально. Серьезно тут, конечно, они тут копались. Да. Вот так вот. Ни разу я еще их не видел. Но они есть. А нам дальше идти вот по такой нехорошим местам. Ничего себе тут копались. На несколько штук их тут ходило. Ни разу не встречал их еще. Этих свиней. Идти тут придется тихо, медленно. Ой. Здесь вырубали лес зимой. Это зимник. Экскаватором немножко приподняли вот землю. И если вот тут ничего не будет, если глухарей здесь не окажется, тогда все, я не знаю, где дальше искать. Очень большая надежда вот тут еще будет. Тут с вырубкой сорный лес будет. Сосна, елки. Попробуем еще, поищем тут где-то часик. Потом уже по тайге придется идти. Все. Косач, ребят, сидит. Дальномер нужен тут. Вот еще один. Далеко полетел. Капец. Не подготовлен я. Штук 5 их было тут. Сколько метров, хоть посмотреть. Метров. 137 метров, ребят. Не подойти. Вот еще один. Сядет. Сел. Поближе. Этот поближе сел. Поближе сел, ребят. Ак, улетел. Этот улетел. Этот пока сидит. Попробую подойти. Хотя бы до 100 метров. Сидит.
Вот, бля. Не успел, ребят. Подошел на расстоянии выстрела и улетел. И все. Кто куда разлетелись. Больше не вижу. Да. Не смог добыть. Смотрите, канава и место болотистое с обеих сторон. Ни капельки воды. Вообще. Пустота. Не знаю, когда дожди начнутся. Обычно у нас в народе говорят, пока вот такие ямы не наполнятся, ну вот ямы в лесу, скажем, не наполнятся водой, лед не встанет. А в наше время уже несколько лет вода не поднимается на реке, лед встает. Представляете? Пресной воды все меньше и меньше становится. Дефицит. Это очевидно даже. Это очевидно.